Начался учебный год. И начался новый учебный год для площадки штаба татар Москвы. А конкретнее, это наш последний проект, которому 5 лет всего. Это Яшляр Якшембесе. Мы собираем каждое воскресенье студентов всех вузов, причем татаро-башкирских студентов. Иногда мы сюда приглашаем и тюркские народы, что никто больше не делает. И вот каждое воскресенье мы собираемся. Еще вот эту вот аудиторию, вот этот наш проект, мы начинали с 30 человек 5 лет назад. Потом появилось у нас 50 человек. И мы были очень удивлены, когда первый курс, второй объединились, и стало их 100 человек. Сегодня в этой группе 1400 человек. Мы сюда не добавляем уже молодежь взрослую, не добавляем бизнесменов, кто постарше. Это молодежная группа, костяк которой составляет первый и второй курс. Здесь у нас собраны татары, башкиры со всех уголков России. Много вопросов задается, что такое штаб? Зачем штаб? Почему штаб? Какая цель у штаба? Какая политика у нас? Главное, могу сказать, у нас два направления. Первое, основное, мы вас всех собираем. Это для того, чтобы мы здесь, в большом мегаполисе, чувствовали, вот была осознанность у вас, что вы татары, что вы частица нашей молодежной большой татаро-башкирской семьи, чтобы было чувство плеча и локтя, чтобы вы общались между собой. Мы собираем вас, чтобы сохранить культуру, язык, наши древние обычаи, устои, наши семейные ценности. Вот это наша главная задача. Вторая задача – это личностный рост, чтобы вы добились в жизни большего, чтобы вы добились в политике, стали депутатами, может, местных самоуправлений, чтобы вы в карьере добились, в науке. Ведь именно татарам свойственна вот эта вот тяга к наукам, к исследованиям. Чтобы вы, как личность, заслужили, завоевали это уважение, признание в обществе. Вот чтобы вы были полноценными москвичами, а может быть даже здесь получили образование и вернулись к себе на родину, и там поднимали свой родной край. Самое большое ваше богатство, самая большая работа, над которой вы должны работать, это вы должны, это образование, это багаж образования, который у вас никто не отберет, который вы будете нести всю жизнь. Вот это ваше достижение, ваше образование той отрасли, где вы учитесь. Вот постарайтесь быть лучшими в своей профессии, достигнуть в своей профессии совершенства. Или это инженер, медицина, экономист. Вот на это мы вас нацеливаем. Мы вас собираем для того, чтобы вы помогали друг другу, были позитивно настроены, чтобы вот в будущем, через 10 лет, через 15, вы создавали свои бизнес-сообщества, создавали семьи. У нас 10-15 человек в год, создается пар в год. Потому что мы вырабатываем татарскую среду, мы проводим аллагы, загородные поездки, дискотеки. Стараемся все на татарском языке. Почему я выступаю на русском языке? К сожалению, многие татары не знают татарского языка. Мы к этому относимся с грустью, но философски. Если даже человек не знает татарского языка, разговорный язык всегда можно выучить. Для нас главное понимание, сущность, чтобы он считал себя татарином, чтобы он жил как татарин, думал как татарин. И что, если он даже соединит с кем-то семью и не знают татарского языка, чтобы они детей обязательно научили татарскому языку.
У нас ведь уникальная нация, у нас уникальный красивый язык, наши глаголы, прилагательные, наш фольклор. У нас такие мелодии, такие песни. Какие у нас танцы, мы каждый вечер пытаемся здесь танцевать. Вот и через танец, через эти песни мы хотим пробудить у вас рух, иман, татарлык. Вот чтобы в вас проснулось это. Вот у нас все равно на генетическом уровне нас тянет друг к другу, тянет к общению. Вот здесь уникальная возможность была целую неделю, были гастроли театра Камала. Приезжают периодически гастроли татарских театров, бывают татарские концерты. Ну, конечно, надо обязательно на них присутствовать. Татарский язык, он не кухонный язык. Это государственный язык, это исторический язык. И мы все равно мечтаем, у нас есть мечта, что когда-нибудь один из государственных языков будет татарский.